В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Сегодня начинается призыв в армию. Этой осенью служить пойдут на 500 призывников меньше, чем годом ранее. НДС по-новому и рост зарплаты бюджетников. Какие нормы вступили в силу с 1 октября в материале наших корреспондентов. Ипотека под 2%. Сколько якутян смогут получить льготы? Обыски в компании «Утум Плюс». Следователи изъяли документы по уголовному делу в отношении Георгия Карамзина. Предприниматели Мирного могут подать заявку на участие в конкурсном отборе на субсидию до 500 тысяч рублей. На помощь пожилым в Алданском районе начинает работу мобильная бригада нуждающимся. Владимир Путин подписал указ о призыве в армию осенью более 130 тысяч человек. Призывная кампания пройдет с сегодняшнего дня по 31 декабря во всех 85 регионах страны. Согласно закону о воинской обязанности военной службе, срок по призыву в российской армии сейчас составляет 1 год. Отдать воинский долг государству молодые люди могут в возрасте с 18 до 27 лет. По сравнению с осенью прошлого года призывников меньше на 500 человек. Ежегодное сокращение количества призываемой молодежи связано с переходом вооруженных сил на профессиональную основу. Уже сейчас число контрактников среди рядовых и сержантов превышает количество призывников. Крупнейший военный парад состоялся в Пекине по случаю 70-й годовщины с момента образования Китайской Народной Республики. В нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Китай впервые продемонстрировал миру ряд новейших вооружений. Так, одной из самых ожидаемых премьер стала новейшая межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41, которая оснащена разделяющейся головной частью с 10-12 ядерными блоками индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета этой ракеты составляет около 14 тысяч километров, что делает ее одной из наиболее дальнобойных баллистических ракет в мире. Кроме того, наблюдатели отметили появление в воздушной части парада новой модификации стратегического бомбардировщика Хун-6Н. Это последняя трансформация на основе советского Ту-16. И сегодня же президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, отметив, что две страны являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами. Путин выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога, двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также взаимодействия в региональных и международных делах, сообщает пресс-служба Кремля. Айсен Николаев подписал кадровый указ, касающийся научной сферы. Исполняющим обязанности президента Академии наук региона назначен Василий Филиппов. Накануне в Москве Айсен Николаев ознакомил исполняющего обязанности с принятым кадровым решением и поставил ряд задач по развитию научного потенциала Якутии, а также обозначил приоритетные направления развития Академии наук на ближайшие годы. Василий Филиппов ранее возглавлял Академию наук Якутии в течение 12 лет. В 1994 году он был избран первым президентом Высшей научной организации республики. Он член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, академик Международной академии наук Высшей школы, автор 148 опубликованных научных работ. Конечно, от Академии наук требуется обновление работы. Обновление работы, связанное с новыми идеями, которые сейчас обсуждаются и реализуются в жизнь в соответствии именно с тем, чтобы довести до реалий вот эти постановки главы нашего государства. Это образование научно-образовательных центров, это центры мирового уровня, это координация научных исследований вузовской, отраслевой и академической науки. Это, наконец, более серьезная работа научного сообщества на те цели, которые стоят перед республикой. С сегодняшнего дня участие работников бюджетной сферы поднимается заработная плата. Рост до 4,3%. Кроме того, с 1 октября меняются правила начисления НДС. Обзор осенних нововведений в материале Дмитрия Тымырова.
С 1 октября вступает в силу сразу несколько изменений в законодательстве. Начнем, так сказать, с приятного. Так уже с этого месяца запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов, юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие Национальной гвардии. У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, трудящихся в МЧС, гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, лесников и многих других, зарплаты будут повышены на 3,8%. Окончательное решение о размерах зарплат принимается на региональном уровне. Теперь курить на балконе будет караться штрафом. Так, с 1 октября вступил в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения открытого огня, но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку. В МЧС подтвердили, что запрет таким образом касается и курения на балконе. Правило распространится также на комнаты в общежитиях и на гостиничные номера. Штраф за нарушение составит до 3000 рублей, а если оно привело к пожару, до 5000 рублей. В случае серьезных последствий возгорания нарушителю может грозить уголовная ответственность. Получить потребительский кредит станет сложно. С 1 октября при выдаче кредитов будет высчитываться показатель предельной долговой нагрузки физических лиц, отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой и могут чаще отказывать в получении или рефинансировании кредита, либо оформить кредит с более высокими ставками. А также с этого дня банки обязаны подключиться к системе быстрых платежей. Благодаря сервису можно переводить деньги, в том числе в адрес госорганов и юридических лиц, по номеру мобильного телефона и другим простым идентификаторам. Размер комиссии, взимаемой банками за платежи по медицинским и образовательным услугам, а также оплате ЖКХ, не должен превышать 0,4%, а по прочим платежам 0,7%. За оплату штрафов, госпошлин и других сборов в пользу государства комиссия не взимается. Изменения коснулись и гостиничного бизнеса. Теперь все хостелы и гостиницы, находящиеся на территории жилых домов, должны быть закрыты. Теперь открывать гостиницы и хостелы в помещении можно только после его перевода в нежилой фонд. С 1 октября меняются также ставки НДС на фрукты, ягоды и на пальмовое масло. И если на плодово-ягодную продукцию налог на добавленную стоимость будет снижен до 10%, то на пальмовое масло повышен до 20%. Для российских потребителей это означает, что фрукты и ягоды отечественного производства, получив преимущество перед зарубежными на торговых прилавках магазинов, подешевеют, а продукты, в составе которых есть вредное для здоровья пальмовое масло, наоборот, подорожают. Также с 1 октября нулевая ставка на НДС будет действовать на большее число услуг. Так, в список, в частности, вошли услуги, относящиеся к обеспечению взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности и наземному обслуживанию самолетов, пассажиров, экипажей воздушных судов, обработки багажа, грузов и почты. Теперь с 1 октября оформить ДТП поможет смартфон. Так, при оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции для получения возмещения до 100 тысяч рублей при наличии разногласий или до 400 тысяч рублей при их отсутствии страховой компании будут предоставляться данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству, которые зафиксированы с помощью мобильного приложения или системы ГЛОНАСС. Согласно закону, страховщики обязаны обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу информационных систем, необходимых для получения сведений об аварии. Тем временем Минтруд России предлагает обсудить тему введения 4-дневной рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщает ТАСС. Ведомство должно оценить, как переход на 4-дневку может повлиять на экономику страны, социальную сферу и производительность труда. Провести широкую дискуссию о сокращении рабочей недели с участием работодателей, профсоюзов и представителей Кабмина планируют и в Госдуме. Председатель Палаты Вячеслав Володин заявил о необходимости выработки на основании общественного консенсуса стратегии движения в этом направлении.
Также правительство России работает над проектом льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. В Якутии на сниженную ставку могут рассчитывать почти 9 тысяч молодых семей. В региональном Минстрое уточнили, что речь идет о списке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. И озвученная цифра не является окончательной. А глава Якутии Айсан Николаев отметил, что люди с большим воодушевлением восприняли поручение президента и ждут, когда правительство России решит этот вопрос. Другим событием. Сегодня в Якутске в тестовом режиме открыли первую на Дальнем Востоке смарт-библиотеку. В библиотеке в перспективе появится культурный центр, где будут ставить мюзиклы и спектакли для детей и взрослых. А сейчас познавать книги дети могут, используя новые технологии. Подробности в материале Саргаланы Федоровой. Когда заходишь в библиотеку, первое, что бросается в глаза, это свободное пространство. Свободное от библиотечных стереотипов. Можно сесть в вот такое удобное аудиокресло, подключить музыку с телефона и спокойно слушать и работать. Здесь можно найти не только книги, но и целую массу предложений для посетителей любого возраста. С завтрашнего дня стартуют курсы по игре на хомусе, фортепиано. Вскоре начнутся различные тренинги, юридические консультации. Для детей будет работать школа журналистики и блогерства. На площади 4 с лишним тысяч квадратных метров технологичного пространства создадут все условия для непрерывного образования и развития современных навыков. Ставки делают на технологии будущего. Будет работать и смарт-лаборатория, в котором будут 3D-принтеры, VR-технологии, и человек, ребенок может прийти и погрузиться в виртуальную реальность. 3D-принтеры позволят реализовать самые смелые фантазии ребенка. И все это вместе с научным кружком позволит в нашем центре взращивать кадры для нашей республики в будущем. Среди тысяч книг каждый может найти себе по интересам. Обслуживание построено на технологии бесконтактной радиочастотной идентификации. Система позволяет с помощью чипирования читательских билетов самостоятельно брать и возвращать книги через терминал. Библиотечная работа намного упростилась. Теперь читателю не обязательно заполнять множество формуляров и так далее. Достаточно приложить книги и билет к нашему сканеру, и все, книги выданы. Первые посетители оценили удобство и качество смарт-библиотеки. Семья Дахтуровых давно мечтала о такой налаженной системе обслуживания. Но еще больше их поразила обстановка. Здание новое, светлое, очень много вот каких-то таких кресел, как будто бы из будущего, можно так сказать. Да? Ребенок, он сам непроизвольно туда побежал, сам сел и сам понял, что к чему, что там, оказывается, к телефону можно подключить. Смарт-библиотека, она пока единственная на всем Дальнем Востоке. Но за такими будущее. Она стала 18-м филиалом централизованной библиотечной системы Якутска. После обратной связи от первых посетителей в полную силу смарт-библиотека заработает с ноября. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Уникальные алмазы, которым нет равных в мире. Их добывают в Якутии. Один из последних примеров – алмаз в алмазе, найденный этой осенью. Обнаружили его во время сортировки в цехе якутского предприятия по торговле алмазами. Находится он в самом центре столицы республики. Как в целом проходит в нем работа и в каких условиях открывает неповторимые творения природы, узнавала Саргалана Захарова. Позади несколько степеней охраны, переоблачение в белые халаты без карманов и попадаем в святую святых алмазной индустрии. Сырье из рудников попадает в Якутск. Здесь оно проходит тщательную проверку. Каждый алмаз рассматривают под микроскопом, взвешивают, измеряют и распределяют по 8000 позиций. Размеры идут с полкарата. 2 грейнера, 3 грейнера – это 0,25 карата. 2 грейнера, 3 грейнера. Вот от 4 до 6 грейнеров, и это самое крупное, плюс 1,8. Вообще сам по себе алмаз сортируется по 4 показателям. Вес, качество, цвет и форма. Чтобы рассортировать по размерам, камни пропускают через специальное сито. Отверстия в них соответствуют определенной каратности. Идем дальше. В соседнем помещении стоят большие аппараты. В них промываются и сушатся алмазы. Засыпаем туда алмазы, закрываем на все замочки. И вставляем сюда 10 штук, 10 контейнеров вот сюда. Потом результат насколько отличим от исходного материала? Да, конечно, видно. На глаз видно, что они стали чище, они блестят уже. Работают как с крупными камнями, так и с мелкими. К слову, сортировка совсем крошечных алмазов требует особой внимательности и усидчивости. Но опытные специалисты с легкостью сортируют горку мелких камней на несколько видов. На помощь приходит и автоматика. Он делит на 13 позиций
Light – это светлая, значит, группа, фракция. Потом идет дарковая, средняя часть, значит, коричневая. И темная идет борт, то есть технический алмаз. Немаловажна и осторожность. Нельзя потерять при сортировке ни одного камня. У каждого помещения на входе и выходе лежат такие резиновые коврики. И все посещающие, и в том числе и сами работники, обязаны вытирать, выходя и заходя в помещение. Это делается для того, чтобы, не дай бог, хотя бы один маленький камешек вышел из этого здания. Ведь счет идет до самой 1000-й доли карат. В августе здесь произошла сенсационная находка. Небывалое явление – камень в камне, беременный алмаз, как прозвали его уже в цехе. Автор находки Татьяна Бурцева. Работает в цехе уже больше 20 лет, но ни разу не видела такого алмаза. Процессы работы, смотрю, и вот как хотела было пропустить, как rejection с трещинами камень. А смотрю, там внутри камень прямо, камни. Алмаз в алмазе. Смотрю, еще и шевелится. А потом еще тык-тык-тык. Ага. О, сразу погремушка. Не секрет, что якутские алмазы отличаются не только своими уникальными формами. Они высоко ценятся на мировом рынке благодаря своему качеству и неповторимой чистоте. Далее товар направляется на реализацию, в основном за рубеж, через единую сбытовую организацию. Примерно 90% реализуется на внешнем рынке. На внутреннем рынке ЕПТА торгует для якутских предприятий, занимающихся огранкой алмазного сырья. Это примерно половина от российского объема. В якутском предприятии работает больше 200 сотрудников, а вот сортировкой алмазов занимаются больше 100 человек. От них зависит будущее предназначение драгоценных камней. Отправятся ли они на производство в качестве деталей машин или засверкают на пальцах модниц. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Обыски в компании «Утум Плюс». Следователи изъяли документы по уголовному делу в отношении Георгия Карамзина. Предприниматели Мирного могут подать заявку на участие в конкурсном отборе на субсидию до 500 тысяч рублей. На помощь пожилым в Алданском районе начинает работу мобильная бригада помощи нуждающимся. В эфире телеканал «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. Пассажиры рейса Нерюнгри-Новосибирск благополучно добрались до места назначения. Напомним, что сегодня утром из-за метеоусловий был закрыт аэропорт Чульмана. В результате рейса авиакомпания «Севен» ушел на запасной аэродром в Иркутск, а пассажиры авиакомпании «Якутия» из Якутска ждали вылет в столице. К вечеру на юге Якутии погода нормализовалась, и аэропорт открыли для приема самолетов. А в Якутске синоптики сообщают, что в среднем устойчивый снежный покров в центральных районах республики образуется лишь 10-12 октября. В целом, третья декада сентября на территории республики выдалась теплой. С 25 сентября на севере и северо-востоке среднесуточная температура опустилась ниже 0 градусов. К началу октября здесь установился снежный покров высотой 1,8 сантиметров. Также местами снег лег в западных, южных и горном районах. В центральных районах значительных осадков не ожидается. Обещают небольшой мокрый снег на западе и юге, а также возможен небольшой дождь на юго-западе. Наиболее ненастная погода в ближайшие дни ожидается в северных и арктических районах. Сегодня с утра в Якутске в офис строительной фирмы «Утум Плюс» нагрянули следователи. В компании прошли обыски и изъятие документов в рамках уголовного дела в отношении руководителя организации Георгия Карамзина. Напомним, что Карамзин обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. В Якутске проходит региональный этап всероссийских штабных тренировок по защите населения и отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Практические мероприятия проходят на социальных и стратегических объектах города. Тренировки проходят с целью слаженной совместной отработки действий комиссии по ЧС, органов местного самоуправления и предприятий города. Тему продолжит Александр Хавренко. В 5 утра во вторник комиссия по чрезвычайным ситуациям получила приказ о начале всероссийских штабных тренировок. В 8 утра члены КЧС собрались на совещание, после чего приступили непосредственно к тренировкам на объектах. В данной тренировке привлекаются все органы управления и силы,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций нештатного аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий по гражданской обороне природного и техногенного характера. Первый пункт тренировок – якутский город Молзавод. По легенде, на заводе произошел пожар. Сотрудники предприятия отработали действия по получению средств индивидуальной защиты, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации людей и оборудования. Чуть позже на 202-м микрорайоне в акватории Лены спасатели провели учения по ликвидации розлива нефтепродуктов. По легенде, судно, столкнувшись с подводным предметом, получило пробоину и в воду вытекло топливо. На место прибыли спасатели, задача которых – установить бонные заграждения, распылить на поверхности воды специальные сорбенты и очистить акваторию от нефтепродуктов. Также в учениях были задействованы водолазы, которые должны были обнаружить место пробоины в борту судна и заделать ее специальным пластырем. Задачи, поставленные на учениях, в принципе, отработаны в полном объеме. Между хорошо и удовлетворительно. Ну, есть недостатки. У нас молодые здесь, в основном молодые спасатели. Некоторые даже вообще первый раз участвуют. Ну, учимся для себя, для того, чтобы в последующем уже более четко отрабатывать все вопросы, если вдруг практически необходимо будет их применять. Вечером на территории МУП ЕПАК прошли учения по обеззараживанию автотранспорта. На базу парка прибыл автобус, который по легенде был задействован на эвакуации населения из зоны химического заражения. Автобус был обследован сотрудниками ЯПАК и прошел обеззараживание в специальном боксе на территории предприятия. Ежегодно проводятся тренировки в рамках гражданской обороны по обеззараживанию техники, так как наша мойка является стратегическим объектом и является единственной мойкой, которая может производить обеззараживание транспортных средств после радиационной и химической зараженности. Подводя итоги первого дня тренировок, члены КЧС положительно оценили готовность предприятий и формирований. Второй этап всероссийских штабных тренировок начнется завтра. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Илья Сыромятников, Якутск. Предприниматели Мирного могут подать заявку на участие в конкурсном отборе на субсидии с 3 по 18 октября. Дотацию до 200 тысяч рублей могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, начинающие собственное дело. До 500 тысяч рублей могут возместить предприниматели, потратившие средства на модернизацию оборудования. Также возможно субсидирование части затрат предпринимателей, производящих продукцию, на арендную плату за имущество, используемое в производственном процессе, до 50 тысяч рублей. Кроме того, могут возместить часть затрат на оплату консультационных услуг, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Обязательным условием для участия в конкурсе является отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Похожая программа действует и в Ленском районе. Представив бизнес-план и доказав его социальную значимость и практическую реализуемость, можно получить субсидию в размере 150 тысяч рублей. Семья Ивановых как раз и стала таким примером, рассказывает Сергей Евсюков. Можно ли начать свой бизнес с нуля, когда нет ни связи, ни оборудования, ни стартового капитала? Оказывается, можно. Главное – стать участником программы Центра занятости населения Ленского района. Согласно программе, начинающие предприниматели получают субсидию в размере 150 тысяч рублей и реализуют деньги на закупку необходимого материала и оборудования. Семья Ивановых, прочитав техническое обоснование, сделала свой выбор. Мы получили грант и закупились оборудованием. Это идет лазерный станок у нас по дереву. Закупили плоттер, это чтобы делать наклеечки, и также термопресс для нанесения изображений на футболок. Основная продукция молодых людей – сувенирные изделия, посвященные городу и различным профессиональным праздникам. Алексей и Дарья делают предметные логотипы и затем реализуют товар на начальной стадии бизнеса по доступным на данный момент связям. Взяли самую доступную среду – это социальные сети. Мы начали свою работу в Инстаграме. Мы создали свою группу, начали выкладывать свои работы, соответственно, какие-то объявления. Люди, уже современные люди, начали подтягиваться, смотреть, заказывать. Таким образом и мы начали привлекать клиентов. Сети оказались действенными, и предприниматели получили заказы. И не только от физических лиц, но и от промышленных и бюджетных организаций. Сейчас, в преддверии Дня учителя, бизнесмены готовят подарочные сувениры для школ. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск.
Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. А в Алданском районе начинает работу мобильная бригада, которая будет выявлять нуждающихся в помощи граждан пожилого возраста. Подробнее расскажет Татьяна Вахнина. В двухкомнатной квартире Августы Никитиной работы немного. С уборкой хозяйка управилась до прихода помощницы. Татьяне осталось перегладить белье. Когда работа выполнена, можно и отдохнуть. Соцработник Татьяна Киселева знакома с Августой Ивановной более 10 лет. Их отношения давно перестали быть служебно-деловыми. Между помощницей и подопечной сложилась дружба. Татьяна, как она, помощница очень хорошая, она славная такая, внимательная. Помогает, что попрошу, она все мне делает. Все. Доля пожилых людей в Алданском районе составляет порядка 25%. Далеко не каждый человек преклонного возраста окружен любовью и заботой. Работа с данной категорией граждан составляет одно из основных направлений в деятельности управления соцзащиты. Основной целью мобильных бригад, также необходимо отметить, это разработка и реализация мероприятий по оказанию медицинских и социальных услуг именно для граждан. В Алданском районе будет функционировать одна из 14 мобильных бригад, сформированных в рамках национального проекта «Демография». В состав бригады войдут представители различных органов и структур. Пожилые люди смогут получать различные виды помощи. Основной акцент в работе бригады будет ставиться на сельскую местность. Будем выезжать в села, в населенные пункты, встречаться с населением, в том числе и проводить рейды, которые по гражданам, о которых мы знаем, то есть которые нуждаются в оказании медицинских и социальных услуг. Но помимо этого, естественно, если человек может сам позвонить, обратиться непосредственно к нам, то есть мы его запланируем выезд конкретно к человеку именно, то есть по адресу. В настоящее время формы поддержки, реализуемые управлением соцзащиты, носят заявительный характер. Функционирование мобильной бригады позволит оказывать помощь нуждающимся, которые по ряду причин не могут обратиться в государственные структуры. Первый выезд бригады запланирован в село Хатыстыр. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.